Мне приятно с вами встретиться, как с человеком, представляющим нашу братью. Разговор, мы так понимаем, с Варшавой, и Варшава разговаривает с Берлином, два абонента на связи. Перехватили наша радиоэлектронная разведка военная, поскольку там развернуты части, и мы, конечно же, ведем и в радиосфере противоборства с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. День, может даже месяц, полтора, когда у нас идут. Чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси. Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? Поэтому, я думаю, Бортникову надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы сегодня же будут сегодня-завтра у ваших спецслужб, для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Вот есть, я вам оставлю этот разговор, вы прочитаете. Дальше почти половину всего мы продаем в России, она от нас не отвернулась в эти трудные времена. Одна цитата. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть факт. Думаю, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Спокойной жизни нам не будет. В этом я убежден, но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость, и мы не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут, и не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала. И там на севере Якутской области, поэтому это двойное, можно сказать, такое. Без сомнения, в гостеприимном Минске мы особо хотели бы подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Двинулись в решении тех вопросов, наболевших вопросов для нас. В любом случае хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу, когда мы с вами говорили и обсуждали будущего союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В том числе, чтобы убрать ненужные барьеры, как в торговле и культурном взаимодействии наших стран. Решимости отстоять свой суверенитет и независимость, и мы не позволим здесь. Илья Владимирович сказал, что это будет первая страна, которой мы поможем с вакциной. Так это и будет, и я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение, собственно говоря, сегодня сделать вакцину. Это его решение, я надеюсь, что все будет хорошо, уверен в этом. И помогли нам, ну, хотя бы в экономике, серьезно. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.